Столица Чеченской Республики, город Грозный, не раз оправдывал справедливость своего названия в разные промежутки времени. Однако это уже не тот город, который продолжительное время каждый день упоминался в выпусках новостей как эпицентр горячей точки. Сегодняшний Грозный не только не напоминает о былых событиях, но и претендует на звание центра мира. И цель нашей передачи – показать, насколько это желание и стремление оправдано. По долгу службы очень часто приходится бывать в разных городах, за пределами республики, встречаться, в том числе и с нашими коллегами, журналистами. Перелом уже наступил. Уже и коллеги в других городах уже признают, что Грозный уже не тот город, каким его представляли себе в СМИ и вообще в умах населения еще каких-то там 10 или 15 лет назад. Сейчас ситуация совершенно другая. Если раньше пригласить в гости сюда считалось какой-то экзотикой, то теперь, вы видите, гостиницы наши заполнены, постоянно приезжают гости, постоянно приезжают на разные мероприятия. Буквально сегодня была конференция по развитию языков народов Северного Кавказа, и с Карачаево-Черкесии, с Ингушетии, из Дагестана, с других субъектов приехали люди, провели для них экскурсию. То есть перелом уже произошел. Я думаю, что теперь наша задача, и чтобы реальный имидж нашего города как территории добра и мира, он был в умах, в сердцах не только жителей нашей республики, но и всей страны, да и всего мира. Ситуация изменилась, конечно. Тот, кто один раз здесь побывал, уже второй раз едет сюда с удовольствием. Но тот, кто еще ни разу здесь не был, вот это предубеждение относительно отсутствия безопасности у них вот где-то в подсознании еще сохранилось, и они, к сожалению, некоторым образом опасаются этого. Новостройки, раскинувшиеся на берегу Сунжи, привлекают внимание гостей своей масштабностью, красотой и архитектурным изыском. Высотные жилые дома 18, 28 и 40 этажей, 30-этажное офисное здание и 28-этажный пятизвездочный отель – излюбленное место туристов и гостей столицы. Здесь в основном проходят и праздничные мероприятия с участием мировых звезд эстрады. Как воспринимали наш город на протяжении долгих этих лет, в период лихолетия, мы все знаем. Многие средства массовой информации, да и общественные, политические деятели страны, да и за пределами России пытались внушить мировому сообществу, даже нам, жителям Чеченской Республики, жителям столицы нашей республики, города Грозного, что мы живем в опасной зоне, что здесь хаос, беззаконие, произвол там. Но даже и эти средства массовой информации, которые занимались созданием вот такого вот неприятного имиджа для нашей столицы, они даже вынуждены признать, что Грозный сегодня это территория добра и мира. Я уже не говорю о тех очевидных вещах, которые может заметить любой гость нашей столицы. Город чистый, ухоженный, порядок, новые красивые здания, сильная инфраструктура, в том числе и социальная инфраструктура. Спокойно может в любое время суток выйти человек, прогуляться по городу своему любимому. Есть скверы, парки, школы, больницы и так далее. То есть видно, что город – это территория добра и мира. Тогда, в самом начале процесса возрождения, многие жители Чеченской Республики не верили, что Грозный удастся восстановить. Всеобщая разруха и неустроенность подавляла в них стремление к жизни. Однако усилиями первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова в городе начались первые ремонтно-восстановительные работы. Грозный, словно израненная птица, которая постепенно расправляет крылья, оживал. На лицах разучившихся смеяться людей стали появляться скупые улыбки. Я думаю, ни один человек в мире, наверное, кроме Ахмадхаджи Кадырова, не мог бы поверить в то, что этот город будет так быстро и так эффективно восстановлен. Я жил до 2004 года в Саратове. И вот в 2003 году, когда я здесь побывал и приехал в Саратов, журналисты саратовского телевидения попросили меня дать интервью и рассказать о том, что из себя сейчас представляет Грозный. И когда я им сказал, что я вот с удовольствием, даже со слезами на глазах, посидел у фонтана, вот помните, вот здесь вот первый у нас фонтан, сквер появился,
то они не поверили мне. Неужели там уже и фонтан есть, и сквер есть, и все остальное. Это замечательный образец того, каким образом можно решать вот эти проблемы восстановления городов. Такого опыта мир не имеет. Специалисты говорят, что действительно это замечательный образец, замечательный опыт. Такого опыта до сих пор не было. Я думаю, что это будет теперь использоваться во всем мире. Сквер нефтяников в центре города Грозный – первый объект, который стал островком, символизирующим мирную жизнь в разрушенном до основания городе. Со всех концов республики сюда устремились люди, истосковавшиеся по красоте и благополучию. Сквер стал любимым местом молодежи, которая все свое свободное время проводила здесь. Молодые саженцы белых березок, макушки которых можно было тогда достать рукой, сегодня вымахали ввысь. Мы мечтали о том времени, когда у нас будет возможность вечером спокойно прогуляться по улицам города, зайти в кафе, там, попить кофе, попить чай, посидеть с друзьями. А оказывается, здесь в Грозном есть такое замечательное место для молодых людей. В 2008 году у меня был юбилей, исполнилось 60 лет. И я пригласил своих друзей, однокурсников из России. И вот они, хотя и с опаской, но из-за уважения ко мне все-таки прилетели сюда. И когда они уезжали, то они сказали: знаешь, Муса, мы сюда летели, думали, попадем вот в такую ситуацию, из которой можем и не выйти. Спасибо тебе, что вот ты пригласил нас, что мы поняли, что здесь все хорошо, что здесь вот такие замечательные люди, интеллигентные. Мы-то их воспринимали как воинов блестящих. Оказывается, у чеченцев блестящие интеллектуалы. Несмотря на тяжелые условия и недостаточное финансирование, в городе в первую очередь восстанавливались социальные объекты – школы и больницы, учреждения высшего и среднего образования. Особое внимание уделялось руководством республики и объектам культуры. В Грозном я учился, 15-й молсовхоз, училище, слесарев-таремонтник. Жили очень мирно, очень дружно и весело. Если сравнивать сегодняшний день, конечно, я в Грозном долго очень не был. Вот. Его сегодня не узнать. Атмосфера очень хорошая атмосфера. Вот. Земля краше стала, потому что видно, что люди жить немножко лучше стали, потому что стройки идут, у всех дома свои. Мемориальный комплекс славы имени Ахмадхаджи Кадырова – третий по величине объект в России, который может в дни торжеств вместить 15 тысяч человек. В музее несколько постоянных выставок о первом президенте Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырове, об участии выходцев Чечено-Ингушетии в Великой Отечественной войне, картинная галерея. Часто проводятся здесь и временные выставки. Чечня становится более привлекательным для туристов не только Российской Федерации, но и у нас очень часто бывают представители зарубежных стран. В связи с этим мы тоже строим свою работу. Вот, государственным заданием на 2014 год нами было запланировано проведение 10 выставок. Но ввиду такого большого потока туристов в Чеченскую Республику нам пришлось чуть ли не удваивать вот этот график. Вот, вместо 10 намеченных выставок, сегодняшняя выставка у нас является
15-я выставка. То есть можно сказать, что где-то мы на 150% вот как уложились, выполняя государственные задания. Наш комплекс, в общем, он известен уже во всей России. Здесь в прошлом году проводилась выставка, очень большая выставка под названием «Юг России». Также проводилась выставка молодых художников Северо-Кавказского федерального округа. Мы получили признанный статус, так называемый. Поэтому они выбрали вот именно для проведения этой выставки мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Особо хочу сказать по поводу того, что мы увидели вчера это здание. Подобной выставочной площади я бывал и за границей, везде, и в Китае персональные выставки, и в Лондоне, в Америке. Но такого зала я еще не встретил нигде. Это действительно достойное помещение, где можно показывать произведения искусства. Не просто там в каких-то кафе выставлять художников. Это такое уважение, и здесь работы приобретают особую стать, потому что это действительно прекрасный зал. Я думаю, что здесь должны выставляться художники со всего мира. Такого я еще не видел. Я просто поражен, что можно создать подобное помещение. Ну, наверное, это на уровне таких музеев мирового масштаба, как Лувр. Я никогда не думал, не представлял, но теперь я буду всем говорить, в каком мы зале выставлялись. Для нас, конечно, это большая честь. Вчера экскурсию небольшую сделали. Нас перехлестывают эмоции. Им нравится наш город, наш народ, нам нравятся их работы, и что они приехали к нам в гости, показали свое искусство. Естественно, и мы принимаем участие. Здесь 5 участников с нашей республики, которые постоянно с ними ездят на пленэры, выставляются. У них не было никаких опасений. Как только я сказал, они с удовольствием говорят: поедем, откликнулись, приехали. Вот уже 3-й день здесь в Грозном, им очень нравится. Мы планируем в марте, если у нас все получится, 1 марта открыть выставку, посвященную женщинам, значит. Будет в основном цветочная, натюрмортная такая приятная выставка. Мы так планируем. Что получится, ну, посмотрим. По крайней мере, мы надеемся, что работы в марте будут в Грозном, и мы откроем еще одну здесь же, еще одну красивую выставку. В открытии столь представительной выставки картин известных мастеров кисти Юга России принимали участие министр культуры Чеченской Республики Хошбаудин Дааев, представители парламента Чеченской Республики, известные творческие деятели культуры и ценители художественной живописи. Мы, конечно же, попросили, пользуясь случаем, наших уважаемых гостей, художников, чтобы они совместно с нашим союзом художников, с нашими мастерами искусства и творчества наконец-то приступили к переносу нашего пейзажа на холсты, на картины. И было, конечно, очень приятно, когда наши дорогие гости отметили, что где бы они ни бывали, в каких больших городах, странах, такой красоты, такого величия, таких условий для, в том числе и таких работ, они нигде не видали. Конечно же, мы находимся в великолепном строении в комплексе славы имени первого нашего президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И, конечно, для меня это очень льстит, и мы знаем, что мы с нашим руководством движемся именно в правильном направлении по тому курсу, который нам оставлен нашим первым президентом. Нас приняли именно по кавказским традициям. Мы ехали в автобусе, мы общались, люди узнали, что мы художники, все подключились к нашему диалогу, всем было интересно. Человеческие качества просто великолепны. Негативные те ситуации исторические, которые происходили, их нужно рушить. Прекрасные люди, прекрасный город. Ну, художники, они во всем мире художники. Мы понимаем, мы разговариваем на одном языке. И этот язык мы хотим передать именно жителям Чеченской Республики, чтобы они посмотрели наши работы. Это наш основной ценитель, это зритель. Если им хоть немножко понравится, для нас это счастье. Значит, мы что-то делаем не зря в этой жизни, как художники, живописцы, творцы прекрасного этого мира. Я лично ощущаю какой-то праздник, потому что такой выставки еще у нас не было даже на юге России, потому что мы очень серьезно наблюдаем за пленэрной живописью. Вот. О чем я мечтал, я сегодня увидел все. Да. Вот ради этого стоило работать. Вот наши годы, буквально 30-40 лет
за плечами. И вот результат сегодня. Мы первый раз, у нас появилась возможность собрать большую экспозицию и выставить ее. Потому как, наверное, нет таких залов у нас ни в Ставрополе, ни в Краснодаре. Гордость республики – прекрасная мечеть сердца Чечни, которая в 2013 году вошла в десятку достопримечательностей России. Мечеть расположена на территории комплекса, в который входит офис Духовного управления мусульман республики, Российский исламский университет, Исламская библиотека, общежитие для студентов и гостиница. Я очень отчетливо помню день 21 декабря 1956 года, когда мы с родителями приехали сюда, в Грозный, возвращались из Актюбинской области. И здание этого вокзала, окутанное вот виноградной лозой, вот до сих пор у меня перед глазами, мне казалось, что прекраснее места вообще на этой земле нет. Сердце Чечни, олицетворение нашего города, визитная карточка нашего города. И я очень часто бываю в командировках, на конференциях, и вот дарю своим там друзьям, знакомым фотографии или тарелки, или что-то другое, сувениры с изображением вот нашей замечательной мечети. Ну, вчера ходили по ночному Грозному. Видели все это, вот были как раз в центре города. Это же Грозный Сити, вот где мечеть. Ну, просто поражены. Просто поражены красотой города в том отношении, что за такой короткий срок, в принципе, все это восстановлено, все сделано. И удивляет, просто удивляет. Я параллели провожу, думаю, где этот район, мы там на Березке жили. Вот, центральную часть я тоже хорошо знал, где рынок, центральный вокзал, как там люди жили, музыка везде играла, эти базарчики везде, люди ходили, собирались. То, что по городу проехали сразу, я даже не понял, где я нахожусь. Я у Магомеда спрашиваю, какой это район, он говорит, мы к центру подъезжаем. И ночь красивая была, дорога ночная тоже красивая, очень хорошее освещение везде. Я смотрел на дорогу, я смотрел на архитектуру. Все красиво, все впечатляет. Напротив мечети одна из центральных площадей, названная в честь первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмадхаджи Кадырова. Ансамбль комплекса составляют 38 камней различной формы, на которых золотом высечены имена погибших милиционеров, представителей духовенства, глав администрации сел республики. Основа комплекса – камень весом до 70 тонн, на котором высечены слова Ахмадхаджи Кадырова. Люди все-таки уже поверили в то, что здесь все нормально, то они видят, что здесь очень интересно. Здесь сейчас вот такие туристические маршруты, которых, возможно, в других регионах и нет. Думаю, может быть, вот этот туристический поток, который направлялся в прежние времена за границу в связи вот с той ситуацией санкций, которые сейчас мы переживаем, может быть, этот туристический поток некоторым образом направится и в Кизиной-Ам. У нас есть Итом-Кале, у нас есть Ведучи, у нас есть Грозный, у нас есть Гудурмес, у нас есть Аргун. Это вообще замечательно, если люди приедут сюда и увидят картины десятилетней давности и сравнят их с картиной, которая сейчас существует. Я думаю, вот этот интерес со стороны туристов, он будет в значительной мере повышаться с каждым годом. Мы живем у Магомеда Закриева, это художник Чеченской Республики, причем он один из ведущих художников. И он постоянно с нами тоже ездит на пленэры и прочее, все. Ну, его семья приняла нас, как будто мы не чувствовали себя, что мы в гостях, мы чувствовали себя как дома. Поэтому огромное им спасибо. И вообще люди очень приветливые, доброжелательные. И я бы так сказал, что даже не понимаешь о том, что когда-то здесь были какие-то события такие
В общем, все прекрасно, очень хорошо. Чеченская республика и город Грозный становится таким центром культуры не только Юга России, но и всей России. Сюда хотят приехать очень много творческих коллективов, художников, звонят очень много разных деятелей культуры, которые хотят выставить свои работы и показать жителям Чеченской республики свое творчество. Динамика очень положительная. Я думаю, что Грозный, благодаря главе республики, благодаря нашему народу, труженику, будет один из центров культуры Российской Федерации. Наши средства массовой информации, которые издаются в Грозном и вообще по республике, ни в одном из них нету призывов к межнациональной розни, нету призывов к социальной вражде, нету то, что мы называем чернухой, нету того, что мы называем желтой прессой. Вот это тоже подтверждает лишний раз то, что и мы гордимся этим. Надеюсь, по праву, что наша журналистика также показывает, что Грозный – это территория мира, добра и согласия. Благодаря тому, что Грозный отстроился заново за считанные годы, он стал символом возрождения. Возможно, это и послужило поводом для международных экспертов программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам в 2009 году отдать предпочтение столице Чеченской Республики в номинации «Постконфликтное восстановление». Город Грозный получил почетный диплом Организации Объединенных Наций и оказался в списке лауреатов, в котором города Северной и Южной Америки, Африки, Европы. Грозный – единственный город, обладатель такой награды в Евроазиатском регионе. Но главное ведь даже не в том, что Грозный отметили такой высокой наградой, а в том, что сегодня люди стремятся в наш город, открывают его для себя в новом свете и понимают, что здесь, в Грозном, им рады, и они в большей безопасности, чем где-либо в другом месте.